Он предпринимает серьезные действия, осознает свои ошибки и оберегает себя от плохих последствий. Я буду кормить его с большой любовью и терпением, чтобы он мог говорить мои слова спокойно и с любовью. Не будь судьей, но послом любви и спасения не для пыток и отвержения, а для любви и спасения. Если ты любишь меня и доверяешь мне, пойми этот факт, все может измениться. У меня есть новая жизнь для истинно обращенных. Откройте свое сердце и дайте эту возможность людям, которых вы любите. Молитесь за них много. Мои любящие руки с любовью их принесут. Если ты их найдешь, позволь мне войти в их жизнь, и я не подведу. Я объясню во снах, что происходит в их семьях, и я буду помнить вещи, которые давно не видел. Когда вы встретите их, мило улыбнитесь, протяните руку и скажите это мощное послание: «Я их так люблю, я хочу их изменить». Я знаю каждую их мысль и знаю, что они слабы. Говорю вам, сегодня день жизни. Не вчера и не завтра, сегодня они должны открыть мне свои души, исповедовать свои грехи и помолиться за них, где бы они ни находились. Хоть это и быстрая молитва, благослови меня, потому что скоро она вырастет в прекрасное дерево. Слушай и поверь мне, научись жить верой, твои проблемы решатся. С сегодняшнего дня вы можете жить в мире и спокойствии. Начнутся удивительные чудеса. Поднимите руки и громко похвалите. У меня есть для тебя великий план, и ничто не сможет его остановить. Теперь, когда вы знаете, нет причин соглашаться на чужой мусор. Вам повезло с Небесным Отцом, который приветствует вас с распростертыми объятиями и безусловной любовью. Он исцеляет вас, несет вас, благословляет вас и всегда наблюдает за вами. Те, кто вас делает, получают незабываемый урок о том, как постоять за вас. Я защищу тех, кого люблю, всех врагов твоих верну. Я расчищаю вам путь насилием, ловите каждое мгновение, не тратьте себя на слезы о прошлом. Не плачьте против страшного ветра, печальтесь ложной любовью презирающих вас, желающих погубить вас. Не любите их больше, чем меня. Рядом со мной ты найдешь новую жизнь, счастье, которого ты никогда не знал, мужество, которого ты никогда не знал, ты не знал. У меня есть отличная причина жить. Я открыл этот путь, чтобы отвести тебя к твоей мечте. Следуйте за ними, не оглядывайтесь назад. В прошлом не было никого, кто бы так сильно любил тебя, кто всегда желал бы тебе добра, кто восхвалял тебя и направлял тебя, так как я хочу, чтобы ты принял эту истину, почувствовал любовь и заботу Бога Всемогущего и Могущественного. Я вас ни о чем не прошу. Золото, серебро и драгоценные камни не волнуют меня, что тронуло мое сердце, так это ваша вера и преданность. Вы действительно хотите изменить ситуацию, прожить хорошую жизнь, использовать каждую драгоценную минуту и использовать свои навыки и ресурсы для улучшения других, начиная с вашей семьи. От всего сердца вы хотите рассказать миру о любви, прощении и жизни. Способ есть, это правда, и раньше меня у них найдутся силы встать и начать все сначала. Отпустите прошлое, примите решение, и если вам понадобится помощь, кричите на меня от радости. Я протяну руку мою, чтобы спасти тебя, так что не расстраивайтесь, когда затыкаете глаза скептикам. На кресте я пожертвовал своей жизнью, чтобы дать тебе свободу. Вы не созданы для того, чтобы жить в рабстве,
боль и надежда ложной любви больше не будут вас преследовать. Я даю вам дух любви, самообладания, смелости и истины. И если вам позже придется встретиться с людьми или войти в огонь, который обжег вас раньше, не бойтесь, я с тобой, заткну пасть львам, победю врагов презрения. Ты пройдешь сквозь огонь, твоя одежда, твои волосы и твои ноги не будут такими слабыми, как раньше. Сегодня во имя Мое Святое вы столкнетесь с этими конфликтами и в Моем Святом Духе преодолеете их. Скажи мне с верой, что ты веришь, укрепи свою веру, приложи свой дух к Моему Слову, вспомни все Мои святые обетования, а они ваш щит и меч в трудную минуту. Кто с тобой? Бог всемогущий, возвышенный, Царь царей, Господь господствующих, слава и сила. Кто даст вам силы для победы? Ответьте мне, я хочу услышать ваш голос, увидеть, как эти слова могут пробудить вашу дремлющую энергию и разжечь вашу волю к успеху. Слушайте, принимайте и верьте, нет зла или зла, которое ты не мог бы преодолеть. Враг не имеет над вами контроля, и вам придется это принять. Магия, магия, магия и магия не сможет причинить тебе вреда. Злые силы могут окружать вас, но только они шумят, выкрикивают угрозы. Они хотят, чтобы вы боялись, потому что только страх может вас остановить. Проснись, храброе сердце, я даю тебе свою силу. Поднимитесь над борьбой, которая крадет вашу радость. Сегодня твои цепи разорваны, мысли, которые тебя тяготили, мысли, которые поддерживали тебя, мысли, которые причиняли тебе боль. Сегодня все кончено. Дай мне руку, пойдем вместе к чудесному успеху и благословению. Вернись и послушай меня, я дам тебе еще живой воды из скалы Моего Святого Духа. Пусть ты наполнишься Моей любовью и Моим волшебством, которое не покинет тебя. Я скажу тебе еще раз, потому что знаю, когда ты это слышишь, ты наполняешься радостью и умиротворением. Я люблю тебя. Ты ищешь любовь. Приходите безопасно. Каждое утро я жду, когда ты с любовью оденешься и укроешь меня своим одеялом. Чтобы защититься от холода, я тепло обняла их, с любовью переплетая наши пальцы и ведя тебя к нашему столу, как будто ты была моей заботой. Я кормлю вас словами поддержки, создавая нерушимую связь между нами. Я поправил твое лицо, поправил твои волосы и подарил тебе мешок, полный новых мечтаний. Вместе мы начнем жизненный путь и столкнемся с трудностями. Твое яркое и уверенное лицо, когда ты видишь, что моя рука держит тебя, моя величайшая радость. Я никогда не оставлю тебя, я всегда буду твоим защитником, несмотря на препятствия на пути. Несмотря на то, что перед нами крутые холмы и темные долины, моя поддержка остается. Обратись ко мне глазами, полными веры, потому что я не оставлю твои руки. Давайте двигаться вперед вместе. Сегодня мы начнем восхождение на новую вершину, где вы увидите свой успех и обретите новую цель. Я обновлю вашу надежду, и солнце осветит ваше будущее, чтобы показать благословения, которые вас ждут. Я покажу тебе путь и покажу, куда идти. Наверху вас ждет стеклянный фонтан, показывающий, насколько вы выросли с начала нашего путешествия. Ваши перемены заметны, вы излучаете счастье, ваши ноги стали сильнее, руки готовы нести вес, а настроение улучшилось. Даже если я продолжу, ты достигнешь того места, где находишься раньше меня.
Даже если ты решишь уйти, моя преданность не закончится. Моя любовь к Богу останется, она приведет меня к тебе с терпением и любовью. Я буду говорить тихо, и ты услышишь слова, которые успокоят твою душу, когда мы встретимся снова. Тебя ждет сильная любовь, и когда ты уйдешь, ты вернешься ко мне. Я подготовил дом, где вас встретят с любовью и мужеством. Вы не будете ходить во тьме, моя любовь ждет тебя с открытыми глазами. Помните это обещание в своем сердце. Я даю тебе силу и решимость. Вы не потерпите неудачу, даже если встретите на своем пути искушение и разочарование. Помни, что моя любовь поможет тебе и в трудную минуту, и в счастливую. Любовь ждет тебя передо мной. Молитесь и во времена радости, и во времена скорби, ибо мой мир всегда с тобою. Мой ответ: прежде чем вы попросите о помощи, но я призываю вас использовать свою веру и быть смиренными. Знайте свои пределы и всегда ищите моего руководства. Когда ты позвонишь мне, я отвечу. Пусть мой Святой Дух окружит вас и принесет мир в ваше обеспокоенное сердце. Я не оставлю тебя во время страха. Каждое утро я стучу в двери твоей души, надеясь, что ты примешь меня с миром и уважением. Вы понимаете свои предпочтения, и я думаю, что ваши искренние молитвы важнее мирских дел. Приходите ко мне со своей верой, не боясь выразить свои потребности. Ваши молитвы драгоценны для меня и всегда будут услышаны. Сила моих слов и моя сила вам, кто верит в меня. Я говорю: не бойтесь, не унывайте, молитесь за свою жизнь и свое будущее, за свое здоровье и процветание. Молитесь за свою семью, своих детей, первенцев и младших. Молитесь за всю свою семью, за тех, кто хорошо к вам относился, и за тех, кто вас презирал. Послушайте это, я должен сказать вам сейчас: те, кто вас ненавидит, однажды они придут с сожалением и попросят прощения за ваше отсутствие. Не оскорбляйте их так, как они поступили с вами, не оскорбляйте никого, из ваших уст исходят только слова похвалы. И если они расстанутся с вами, лучшее, что вы можете сделать, это помолиться и простить. Позвольте моему Святому Духу сладко говорить с ними и сообщить им об их грехе. Они откроют глаза, дадут вам то, что вам нужно, и вы поймете, что вы благословлены. Не останавливайтесь, продолжайте молиться всегда. Счастье не должно переворачивать вас с ног на голову, оно не должно впадать в уныние, болезнь не должна красть ваш покой. Я никогда не позволю тебе нести груз или бой, который сильнее тебя, я никогда не оставлю тебя. Не слушай своих мыслей, когда тебе больно, продолжай идти, продолжай молиться, мои обещания верны, мои слова исполнены. Сегодня я уверяю вас, что ни одна ваша молитва не останется без ответа, ни одна большая или маленькая не сможет меня подвести. Я отвечу и дам тебе то, что благословит тебя, даст тебе силу и мощь. Я всегда дам тебе самое лучшее, не следи за плохими поступками людей, не жалуйся, если ответ не будет немедленным. Используйте уверенность и сосредоточьтесь на том, что важно. У тебя есть жизнь и есть семья, хотя иногда бывают проблемы, у тебя все самое лучшее, ты со мной, у тебя есть вера. Может быть, пришло время тебе решить подарить мне свои мечты, свою личность, свое поведение, хорошее или плохое, и свои мысли.
Если ты меня любишь, я прошу тебя дать мне накормить свою душу, наполниться мной и поставить перед собой такую цель. Из твоих уст выходит только хорошее и прекрасное. Я знаю, что многие вещи тебя расстраивают, и ты делаешь то, что тебе не нравится. Прими решение сейчас. Я хочу изменить твое сердце, твое будущее, твою семью, твои деньги. У меня для вас большое благословение. Ваши молитвы важны, и решимость начать видеть мощные изменения и удивительные чудеса в вашей жизни. Продолжай идти, не сдавайся, молись, ты почти увидел своими глазами, как я люблю тебя и всегда люблю тебя. Что я могу сделать, чтобы убедить вас? Я знаю, что буду держать тебя за руку и целовать в лоб. Я еще раз скажу тебе, как сильно я тебя люблю, но на этот раз по-особенному. Ты увидишь внутри, ты увидишь. Этот святой аромат этой любви к Богу. Я забираю сейчас ваши заботы и покрываю вас прекрасной, чудесной, вечной, святой и исцеляющей атмосферой, которая никогда не покинет вас. Когда на следующий день вы откроете глаза, вы уже не тот человек. Это прекрасное чувство, любовь, и если вы никогда его не испытывали, приготовьтесь испытать, ведь я наполняю ваше сердце радостью и жизнью. Я люблю тебя, это чувство будет расти с каждой минутой, станет больше покоя, изменится все твое настроение. Мир ищет мира и свободы, люди хотят освободиться от боли и не испытывать одиночества, но каждый раз, когда я протягиваю руки, они убегают и игнорируют эту могущественную любовь, которая может изменить их жизнь. Дайте им уверенность и силы для достижения своих целей и изменения своей воли в жизни. Я сам посадил в них тех, кто думает, что я должен сказать им, что они не на пути, что они должны вернуться ко мне, вернуться в свои дома, оставить свои грехи, питаться моими словами и принять мои наставления. В этом мире ты найдешь со мной боль и страдания, вечную жизнь, Божий мир и вечное счастье. Я могу сказать тебе больше. Я люблю тебя. Сегодня я расставлю на твоем пути маленькие и красивые детали, проясню твой разум, услышу, найду, познаю новые идеи. Сохраняйте это чувство этой вечной любви, которая вас окружает. Это естественная вещь, выходящая за рамки простого видения и слуха. Это чувство, которое не может вас наполнить. Оно сделает вас счастливыми, как будто вы летаете над облаками. Но я изменил тебя, я разрушил все, что пленило тебя. Моя сила проявляется не в твоих мыслях и чувствах, а в изменении твоего поведения и подобия. Ты не дерево без плода, цветок без аромата, река без воды, ты больше не будешь страдать, ты больше не будешь бродить без отдыха. Красота окружает вас и в то же время укрепляет вас, придает мудрости. Делайте свою работу и приходите с верой, наполняйтесь моими словами, открывайте Библию и читайте ее каждый день. Не сдавайся, говорю, иди дальше. Это настоящее чудо, которое я хочу сделать для тебя, чтобы ты смог обрести покой, найти мою любовь, пока твоя боль не прекратится, пока ты не будешь удовлетворен. Ты будешь счастлив в моем присутствии, ты не будешь чувствовать себя одиноким, слова исцеления будут исходить из твоего разума и из твоих уст. Пусть ваши глаза сияют любовью и терпением, пусть вы хорошо заботитесь о своей семье. Бесполезное чудо, как пустой стакан, пустая тарелка, бессонная ночь. Дела Божии творю неискушаемые, многие являют чудеса, похожие на истину и силу, но жизнь и слова их показывают смятение и ненависть, ничего.
Кто не любит, не знает меня, потому что я есть любовь. И если вы считаете, что это сообщение может принести пользу другим, я прошу вас оставить свое пожелание. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить многих таких людей, как вы. Его необходимо слушать и совершенствоваться. Отпустив то, что у вас есть сейчас, вы измените ситуацию и будете очень признательны. Иди, молись, люби, твори добро без гордости. Если согрешишь, прости еще раз, а если не простишь, встань на колени. Ты победитель во всех своих битвах, ты должен прийти искать, подойти с верой и молитвой, с протянутой рукой хочу оставить свое могучее благословение в твоей жизни. Я продолжу проявлять свою любовь разными способами. Когда ты живешь в этом мире, ты в моем присутствии, твоя семья и ты важны для меня, на земле и на небе. Моя сила будет показана тысячам семей, у которых есть это послание, они будут восстановлены и улучшены. Все дома, которые любят меня, будут сиять моим божественным присутствием. Господь наш Бог, наш Отец, в это время молитвы я вхожу в Твое святое присутствие и Твою силу. Я призываю Твою любовь, которая меняется каждый день, которая меняется каждое утро моей жизни. Господь, прислушайся к Твоим ушам. Теперь открой глаза и посмотри на мои слова. Я плачу Твое имя, я плачу Твоей кровью и умоляю Тебя сейчас. Протяни свою сильную руку рядом со мной. На пути моего дома, на пути моей семьи, Отче, открой мне путь всем препятствиям, всем скрытым проблемам. Пройди предо мной, Господи, кривые пути, Он сокрушит врата медные. Поэтому я прошу вас продолжать, потому что, когда Господь выйдет вперед, то, что ожидается неправильным, станет правдой. Свобода сегодня. Господь, исцели мое здоровье, мое тело. В это время я молюсь, Твоя сила касается всего моего тела и исцеляет, а Господь, моего любимого человека, который находится в больнице, пусть он будет спасен, а мой Боже. Сделай то, чего не добились врачи и лекарства. Господи, теперь прошу Тебя, Отче, коснись моего сердца, удали всю тревогу, печаль, страх, печаль, всю тревогу, все плохие мысли. С моей точки зрения. Господи, если есть стрела в духовном мире, то стрела указывает на мою жизнь. Чтобы защитить меня от потери силы и направления сейчас, атак и горящих копий, я также прошу, чтобы сила и руководство были в каждом нападении на мою семью. Я верю, что Бог слышит мои молитвы и защищает меня сейчас. Отец, Ты знаешь, Боже мой, передо мной открываются чудесные двери. Поэтому я благодарен за великие достижения, которые придут в мою жизнь. Я благодарен за благословения, которые пришли ко мне. Благодарю Тебя, Господь, за то, что принес успех моему бизнесу, деньгам, душевной жизни, моим планам, моему бизнесу, моей семье. Это чудо, которое, я надеюсь, сбудется, поверьте мне. Помни, когда ты оказался слабым и безнадежным, когда твой разум говорил тебе, что все кончено, но моя душа говорила мне, что я думаю о твоей силе. Я не голосовал за твою победу, ты победил. Но я хочу, чтобы ты нашел меня и увидел меня снова. В этом мире нет такой любви, как чистота. Никто не может этого понять, они предпочитают это отрицать и отрицать, не верят, что у них есть большая любовь. Я здесь с распростертыми объятиями и жду, когда ты отдашь этому многострадальному сердцу мечтать и иногда плакать. Ваши мысли хороши и верны. Моя цель – дать вам все хорошее, чего вы хотите для своей семьи.
Я не хочу, чтобы ты влез в непомерные долги. Я не хочу, чтобы ты был чьим-либо рабом. Благословение, которое я посылаю вам, это дар, но прививайте его другим, помогайте своим близким, а не просто заботьтесь о них. Позвольте реке жизни течь и не позволяйте вещам сдерживать вас. Я Бог помощников, дающих и дающих. Я твой защитник, я приумножу все блага, которые я дал тебе, ты не проиграешь. Я решил, что ты не будешь продолжать сражаться в одиночку. Если тебя волнуют проблемы мира, знай, что каждый день я питаю твою душу словами веры, надежды и любви. Это не просто красивые слова, которые нужно распространять, это послание вечной жизни. Если они будут храниться в вашем сердце и разуме, они принесут большой успех. Не убоишься ты встретиться с врагами своими, и немало времени тебе и потомкам твоим. Они не будут отрезаны, они будут взяты в плен. Я даю вам новое сердце, чтобы понять божественную силу моего Святого Духа. Я не буду трогать твою душу, чтобы доставить тебе удовольствие. Я дам тебе силу и контроль над собой, чтобы подниматься, работать, бороться и побеждать. Пусть те, кто противостоит тебе, бегут в страхе, чтобы ты ничего не боялся. Возможно, тебе это покажется невозможным, но мое присутствие придаст тебе сил. Я превратил твой крик в счастье, залечил твои раны и показал тебе, что ты родился с истинной целью. Ты особенный человек, те, кто знает тебя раньше и видит, как ты меняешься каждый день, не могут отрицать, что ты такой же, как я. Я излил на тебя Божье помазание, чтобы дать тебе силы подняться. Я открою дверь, куда бы ты ни пошел, попроси меня, и я дам ее тебе. Я хочу, чтобы вы использовали свои дары сейчас, чтобы творить добро там, где вы живете, поделитесь этим посланием со всеми, кого вы знаете. Сделайте это, потому что все блага, которые вы даете, вернутся вам в изобилии. Научитесь думать, как я, когда обещаю дать вам свое благословение. Больше думайте не о серебре и золоте, а о жизни вечной и полноценной. Потому что, если ты действительно ищешь меня, все остальное придет. Откройте мои слова, извлеките из этого урок, знайте, что в каждом чуде есть истинно верующий, не большой и не маленький, но способ благословить тех, кто не знает, зажечь пламя. Вера. Происходили чудесные чудеса, разделялись моря, разбивались армии, обогащались бедняки, излечивались болезни. Они прошли через испытания и гонения достойно, без жалоб, и сила, которая дала им смелость продолжать. Мой Святой Дух сегодня с вами. Вы не Божьи мысли, со мной любовь, прощение, исцеление и жизнь, мудрость, терпение, спокойствие и мудрость. Ваша судьба, ваши ответы, ваши решения и ваше будущее в моих руках. Приходите ко мне, увидите меня снова, живите в истине божественной и природной силы, будьте инструментом для установления моего царства, чтобы моя воля исполнилась в вашем сердце и в вашем доме. Ты любишь меня, приблизя ко мне, не даешь мне говорить с тобой, выслушай меня спокойно, подожди, пока я закончу то, что сказал, а потом помолись и выбрось свои слова. Со слезами на лице. Это твоя праведная молитва, и воистину ты открыл мои двери. Спрашивай меня, чего хочешь, я знаю, что в твоем сострадательном сердце только добро, чистое и нужды, ты не хочешь безобразных вещей и богатства. Для тебя важны твои отношения со мной и твоя духовная жизнь. Когда твоя душа благословлена, ты будешь преуспевать во всем, что делаешь.
Я продолжу благословлять вашу семью, как обычно. Я дам вам необходимое утешение, чтобы вы могли подождать и увидеть в мое время чудеса, которые начинаются сегодня. Хорошие вещи не приходят. Наденьте чистую белую одежду, сидите и ждите, скоро в вашу дверь постучат с посланием, которое принесет мир и спокойствие. Знайте, что я не лгал вам и не преувеличивал, когда говорил «спасибо», потому что именно этого я хочу. Помните, поверьте мне, ваше будущее не зависит от людей или денег. Мир вращается, и люди входят. У них много проблем, но с тобой, дорогая, ничего не произошло, потому что у тебя есть мое слово, мой совет, мое руководство и мой приказ. Ты хранишь в своей душе прекрасные уроки, которые я даю тебе каждый день. Приходите наслаждаться мной каждое утро, и даже если однажды вы проснетесь и свет, сияющий на вас, скроется за облаками, свет моей красоты продолжит сиять в вашем сердце. Не ограничивайте себя и не бойтесь того, что вас окружает. Солнце также является великим благословением. Поэтому говорю тебе, я рисую твою душу всей своей любовью, не бойся, я с тобой. Те, кто сосредоточен на мирских вещах и проблемах, будут наполнены печалью и непониманием, смутным духовным видением и потерей направления. Вскоре они набрались смелости преуспеть во всем, но вместо того, чтобы полагаться на мои обещания, стали прислушиваться к бесполезным словам и полагаться на обычных друзей, которые высказывали много мнений и не давали им не обращать внимания, когда я подтверждаю. Это произойдет. Нет, моя сила, не позволяй своему разуму наполниться мыслями, которые будут низвергать твой дух, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что не построено, расширяй свой дух и свои мысли. Питайте себя этим святым словом, которое исцелит вас, укрепит вас и защитит вас. Я тебя очень люблю, это должно быть ясно, и в этой вечной любви скреплены все полученные тобой обещания. Именно поэтому я не изменю своего мнения. Кроме того, я желаю вам всего наилучшего и ценю вас как свою надежду. Он очень хотел, чтобы вашу семью выпустили из тюрьмы. Полного здоровья, хорошей работы, хорошего образования, уверенной надежды на будущее у вас и вашего поколения, успехов в мечтах и страсти. И когда это великое время наступит, в мои руки вы получите награду веры и упорства. Вы благородный и простой человек. Вы можете думать, что ваши мечты недостаточно велики, а амбиции низки. Но сегодня я хочу, чтобы вы знали, я посеял в вашем сердце доброе видение. Я даю вам и вашей семье важную миссию. Они смело встанут и расскажут миру, что их Бог милостив, полон любви и прощения ко всем, кто ищет меня в истине и покаянии. С сердцем, готовым измениться и стать воинами веры, их используют в чудесах и чудесах. Они протягивают руки, чтобы принести еду, одежду и лекарства и позаботиться о нуждающихся. Я обнаружил, что эти обещания воодушевляют ваш дух. В тот день, когда ты решил искать меня, ты не представлял, какие благословения я принесу в твою жизнь. Поверьте мне на слово, придайте своей жизни новую цель, и удивительные вещи, которые вы увидите, это только начало великих чудес, которые произойдут с вами и с вашей семьей. У меня есть для тебя план, поверь мне, расслабься. И когда ты будешь унывать, всегда помни обо мне.
Призыв моего Святого Духа вибрирует в твоем сердце, возвращает тебя в мое светлое место, наполняет твои силы, твою волю к жизни. Если вы слабы, я его бесконечный источник. Если ты чувствуешь, что потерял веру, закрой глаза и подумай обо мне. Ваша вера живет, загадка. Ты здесь, потому что любишь меня, если продолжишь, потому что веришь в меня. Все блага, обещанные вам, сбудутся, и вы скоро их увидите. Восстань с благодатью, воин веры, прими вызовы, доверившись словам твоего Небесного Отца, который любит тебя безоговорочно, прощает тебя и покрывает вечными благословениями. Пришло время мне по-настоящему поверить в тебя и не оставить тебя в этой ситуации. Я подниму тебя, если ты упадешь, ты не устоишь на земле. Но слушай меня, ищи меня каждый день честно и смиренно, ты меня хорошо узнаешь. В моем королевстве битвы выигрываются верой, а благословения обретаются в чести и смирении. Дары и таланты, которые я имею для вас, предназначены не для гордости, не для поиска славы и почестей. Что я точно знаю, так это то, что оно живо и проявляется через чистую и честную работу. Они не провозглашают себя лидерами, не ищут последователей с тщеславием. Если ты действительно хочешь войти в мое волшебное королевство, береги свою душу от гордыни. Если я добавлю вам дары и благословения, чтобы вы могли быть смиренными, протяните руку нуждающимся. И если вы будете делать это добросовестно, вы будете поражены чудесами, которые произойдут. Я люблю тебя, и ты заслуживаешь лучшего. Я не говорю о материальных вещах, я говорю о моей любви, твоем лучшем и твоем лучшем. Он окружает вас и всегда заботится о вас. Это чудесная любовь, которая зажигает пламя в вашем сердце. Сосредоточьтесь каждый день на поиске моего присутствия, на выполнении моего слова, на распространении доброты и благодарности, как я дал вам. Следуйте тому, что я вам говорю, и вы увидите, как проблемы исчезнут, прежде чем вы улучшитесь. Я так сильно люблю тебя, что прошу тебя выслушать меня. Желаю вам удачи, мира, здоровья, стабильности. Я исцеляю тебя и забочусь о тебе, всегда забочусь о тебе и даю тебе то, что тебе нужно. Я так сильно люблю тебя и здесь, чтобы утешить тебя, так что не бойся ничего, несмотря ни на что. Не бойся никого, слушай, моя сила тебя укрепляет, моя сильная рука всегда защитит тебя, так будет всегда. Поверьте, что когда вы думаете, что вы одиноки, все потеряно, а проблемы больше, чем вы можете решить. Посмотри на себя сейчас, стоишь, сильный и сильный. И если вы сейчас читаете или слушаете, это признак вашей непоколебимой веры, вашего желания жить лучше, прожить счастливую и полноценную жизнь. Кто посмеет сказать, что вы этого не заслуживаете? Не тратьте свое драгоценное время на плохие мысли и плохие слова. Ты мой сын, моя любимая дочь, ты открыл мне свое сердце, ты любишь меня и всегда ищешь меня. Я называю тебя наследником всего хорошего, ты увидишь все свои мечты, все они основаны на истине и добре. Итак, укреплите свою веру и усердно работайте. Еще не поздно, вы никогда этого не сделаете в течение многих лет. И если вы чувствуете, что не готовы, не волнуйтесь, я призываю и готовлю всех, кто готов это принять. Я с любовью призываю тех, кто хочет приблизиться ко мне и служить мне всем своим сердцем. Вы находитесь в этом мире, чтобы добиться великих дел, да, великих дел.
Независимо от ваших прошлых грехов и неудач, верьте в мою смерть и воскресение, и поэтому я прощаю вам ваши грехи, даю вам возможность снова подняться и восстановить свою жизнь. Я сделаю тебя истинным главой твоего дома, чтобы благословить твою семью. Я буду молчать с теми, кому ты безразличен. И в их глазах я покажу свою ценность и то, как сильно я тебя люблю. Тогда оставьте тех, кто говорит, что вы ничто, я ваш всемогущий Господь, ваш Спаситель, милосердный и милосердный. Я даю жизнь уставшим костям, и с каждым вздохом выражаю свою любовь к тебе. Верьте в меня и примите мою бесконечную любовь, ведь от этого зависит ваше вечное счастье. Твои благословения никогда не заканчиваются. Когда ты говоришь мне, что любишь меня, поверь мне. Ты будешь знать, что в хорошие и плохие времена я всегда буду с тобой. Я так сильно тебя люблю, поэтому сегодня я несу тебе другое послание, полное надежды и любви. Я знаю, что твоя вера жива, сильна и мощна. Ты сильно вырос, ты видишь меня каждый день, ты научился доверять, ждать подходящего момента, чтобы получить благословение, которое я имею для тебя. Я создаю армию воинов, решивших жить со страстью и решимостью, готовых разделить мою любовь, полностью измениться, обновиться с головы до ног. Вы один из избранных героев. Но обратите внимание на все, что вы слышите и видите. Сначала поверьте моему слову, питайтесь им, погружайтесь в мой Святой Дух, читайте, слушайте, говорите, пишите, пойте, все, что вдохновляет вас. Делайте все в Духе и истине. Я посоветую тебе беречь великие блага, которые я дам тебе, но береги их. Я не восхваляю тебя, но как пример любви и смирения. Если вы хотите, чтобы мои благословения увеличивались в вашей жизни, будьте смиренными. Не позволяйте оскорблениям и клевете войти в вашу жизнь. Не позволяйте своим рукам или грязному языку ранить тех, кто о вас заботится, тех, кто вам помогает, не дает вам работы, необходимой для заработка на жизнь. Отдайте себя работе, служению, чтобы быть настоящим благословением для окружающих, вашей семьи и других людей. Я избрал тебя, чтобы ты приносил много плода, чтобы ты мог пойти, куда я послал тебя. Пусть ваш дом наполнится счастьем и благополучием, я прихожу поговорить с вами как с настоящим другом. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны слушать меня и следовать за мной. Скажи мне, ты сделаешь это. Вы вступаете в новый этап своей жизни, и если вы последуете за мной, вас ждет успех. Я избрал тебя непобедимым воином, чтобы вести твою семью вперед, нести тебя от победы к победе, соединиться лицом с тобой во всех твоих победах, от славы к славе. В благодарность я люблю тебя бесконечной любовью. Дорогой чемпион, спасибо тебе большое. Я не виноват в том, что выбрал тебя. Я точно знаю, что делаю, потому что хочу, чтобы ты понял, что я люблю тебя. Слушай, я хочу сказать тебе кое-что важное. Не игнорируйте это сообщение, введите все слова, которые я вам скажу, и скажите, что вы об этом думаете. Я не перестану каждый день заявлять, как сильно я тебя люблю, и найду нежные и красивые способы утешить тебя и сделать счастливым. Из-за этой великой любви мои чувства к тебе не могут измениться. Мой завет любви с вами написан в моих словах, скреплен моей кровью и скреплен присутствием моего Святого Духа, живущего в вашем сердце.
Он очищает твою душу, как огонь и как сильный ветер, который убирает боль и печаль, окружает тебя уютом и любовью, дает тебе силу, которая не сломается, небесный мир, который покажет твои ноги, а помоги тебе подняться, бороться за жизнь, очистить. Любовь и много времени для своей семьи. Это великая сила, которую я дал тебе, покрыта вечной любовью. Я пришел исцелить вас и дать вам особое место на небесах, пока ваши ноги находятся на земле. Я хочу каждую ночь, когда ты закрываешь глаза и сильно плачешь, вспоминай эти слова, которые я тебе говорю. Отдохните на подушке, отпустите все свои страхи, протяните руки и примите это масло Божие, чтобы исцелить ваше тело и душу. Вы будете хорошо спать, без каких-либо проблем, а проснувшись утром, у вас будет новый, свободный от стресса настрой. Я всегда настаиваю, потому что важно каждую минуту знать, что я тебя люблю, уважаю и чту. Я работаю для вас, я создаю условия для того, чтобы все было хорошо, чтобы ваша семья жила в мире, чтобы ваши дети росли мудрыми, чтобы ваш дом был свободен от долгов. Чтобы твоя боль прошла. Ты будешь слушать меня, ты почувствуешь меня, я буду продолжать нежно обнимать тебя, говоря сладкими голосами, что я люблю тебя в вечности, чуде и волшебстве. Скажи мне «да», ты хочешь меня послушать, ты хочешь это услышать. Скажи, что любишь меня во всем, все будет хорошо. Я своей рукой написал твою судьбу еще до твоего рождения, у меня есть эти вещи, эти желания, которые ты хранил в своем сердце много лет. Ваши молитвы за всех, кого вы любите, записаны в моей книге, и я ничего не забуду, потому что время есть, время есть. Мое самое большое желание – благословить вас, открыть двери, через которые растут ваша мудрость, вера, смирение и терпение. Ты мой сын, моя любимая дочь, я поместил тебя в место, где ты будешь расти и приносить много плодов. В твоей руке карта благословений – это мое святое и могущественное слово. Учитесь у него с верой и всеми силами. Берегите себя, если прошлое полно неудач, если вы часто перестаете отпускать хорошие, прислушайтесь сейчас к этим словам, говорите больше, я хочу услышать из ваших уст. Мое прошлое закончилось. Я от этого день и далее моя жизнь, моя семья, мое будущее будут благословением. Поделитесь этими словами со мной, поверьте всем своим сердцем, не стыдитесь поделиться моими словами перед другими. Обещания вечны. Вас ждут славные чудеса. Когда вы сталкиваетесь с неизвестной проблемой, есть Святое Слово, которое даст вам всю мудрость для ее преодоления. Откройте Библию, прочитайте ее еще раз с желанием учиться и расти. Читая, ты найдешь меня там, рядом с собой. Я буду вести тебя словами, чтобы ты узнал меня и узнал о моей любви, чтобы ты не сомневался в истинности моей любви и не думал: так, я оставлю тебя каждый раз, когда ты сделаешь что-то не так. Я пришел жить в твоем сердце. Вот мои блага и беды, благодать и прощение, Божья сила, крепкий фундамент и истина для вашей семьи. Эти дни, полные страха, прошли, я скрывал от тебя еду. А теперь отдай мне все свое сердце и поверь мне без сомнения, без сомнения. Я дам тебе великую радость, написанную и запечатанную, прежде чем ты придешь на землю. Я люблю тебя, ничто не причинит тебе вреда, я освобожу тебя от всех этих проблем и дам решение, которое ты ищешь сегодня.
Ты найдешь волшебный знак того, как я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты начал сегодняшний день с мира и спокойствия. Я доставлю тебе хорошее удовольствие, потому что сейчас, прямо сейчас ты чувствуешь мою любовь к тебе. Оставьте свои заботы здесь, со мной. Я обо всем позабочусь, и если сегодня вы почувствуете себя потерянным, обеспокоенным, усталым, не знаете, что делать и куда идти, дайте мне шанс. Нет. Вы теряете время, это ради вашей выгоды. Молчи и чувствуй мое присутствие, думай о моих словах, произноси мое обещание, вдыхай мою любовь, которая тебя окружает, и чувствуй, как моя рука ласкает твою голову. Я буду рядом, чтобы обнять тебя и дать понять, что ты важен для меня и всегда будешь таким. Я не передумаю, мое мнение не изменится со временем, я не оставлю тебя, я не оставлю тебя. Если ты веришь, что твои грехи прощены, если ты хочешь, чтобы я забыл твои грехи и похоронил твои грехи, если ты примешь вечную любовь и славу Божию, все слова жизни исчезнут в моих словах. Мне верьте в меня, и потоки жизни потекут из вашей души. Доверьтесь мне, и у вас будет смелость и сила победить силы зла. Я хочу, чтобы сегодня был для тебя чудесный день, а завтра, вся неделя, весь месяц, каждый день был особенным. Начинайте каждый день здесь со мной, слушайте меня, разговаривайте со мной, рассказывайте мне о своих проблемах и делитесь своими успехами. Давайте вместе спланируем ваши увлечения, наметим ваши мечты. Пожалуйста, не заставляйте себя, если вы полны боли, вы потеряете покой. Не бойтесь, что я буду судить вас или разгневаюсь на вас из-за вашей неудачи или греха. Всегда помни, ты мой ребенок, моя любимая дочь. Я хочу, чтобы ты не забывал эти истины, которые я показываю в твоем сердце. Есть прощение, есть сила в пролитой крови, есть мир и жизнь. Вы получите вечную жизнь в моем воскресении. С сегодняшнего дня у вас появится невероятная уверенность, невероятная защищенность, любовь и сострадание, которых вы никогда раньше не испытывали. Ты всегда приходишь. Несмотря ни на что, каждое утро вы будете просыпаться с сердцем, полным веры, со спокойствием и умиротворением. Скажи мне, что ты веришь в меня. Будешь продолжать, и все узнают, что я с тобой. Ваш прогресс идет по правильному пути, и ничто не может его остановить. Вскоре вы получите нужный вам ответ, ваши потребности будут удовлетворены, здоровье вернется, в вашу жизнь вернется тот, кого вы любите. Я говорю вам это для того, чтобы вы наполнились мужеством, чтобы вы могли начать радоваться уже сейчас. Вскоре навстречу вам придут люди и родственники. Я хочу, чтобы они увидели твое счастливое и свежее лицо, чтобы твоя улыбка благословила их, и увидели своими глазами прекрасное благословение, которое я даю тебе на глазах у всех. Речь дна, многое сказано. Я не буду лгать, и то, что я обещал тебе, будет исполнено. Помни об этом, чтобы твой разум не был наполнен тревогой и тревогой. Я покончил с твоей болью, твое время пришло. Будет больше счастливых дней, больше счастливых времен, чем вы можете себе представить. Не бойся, сын мой, не плачь, не волнуйся, поверь мне, ведь я твой Бог, который говорит с тобой сегодня. Верьте всем своим сердцем. Когда я слышу, как ты плачешь, я слышу, как твое смиренное сердце бьется на моем троне. Я слышу твои молитвы, и двери моей благодати открыты.
Я воздаю тебе свою хвалу и свою благодать, будучи с верными, смиренными и всеми, кто призывает мое имя с истиной и желанием. Всегда помни, что ты можешь положиться на мою силу и правду. Я не оставлю тебя без помощи, не оставлю и не забуду тебя, сколько бы мне ни было лет. Если я страдаю на кресте и проливаю за тебя свою кровь, то это не напрасно. Когда на тебя нападают враги и проблемы, или когда ты слаб, нуждаешься или болен, помни, я всегда буду с тобой, повторяю, чтобы ты не забывал. Я всегда хочу, чтобы ты искал меня каждый день, чтобы помнить мои слова. Я знаю, что у меня есть сила освободить тебя. И если я говорю вам это каждый день, то это потому, что я действительно так делаю. Я хочу, чтобы вы были полны веры, спали с миром в сердце, хорошо отдыхали, просыпались утром с мужеством в сердце и твердой верой в то, что это будет невозможно, если мое обещание будет нарушено. Не оставлять тебя. Я не вру, я люблю тебя и всегда тебе благодарен. Так есть и так будет всегда. Скажи мне сейчас, ладно? Не так. Я хочу видеть, как твоя энергия и радость взрываются в твоих словах. Я знаю, почему я это сделал, я знаю твою жизнь, твое будущее, бояться нечего. Возьми меня за руку, выслушай меня скорее, прими мои обещания, прислушайся к моим словам, и все, действительно, все будет у тебя хорошо. Когда ты сталкиваешься с трудной ситуацией, и тебе нужно принять важное решение, приходи и поговори со мной. Здесь вы найдете облегчение от тревог и боли, ваше сердце будет спокойно, а в ваш разум я положу мир, который вам так нужен. Но слушай внимательно, не бойся, не осуждай, когда злишься, не открывай рта, когда злишься, не отвечай на гнев, не поднимай на кого-то руку. Враги побуждают вас совершать большие ошибки, из-за чего вы будете очень огорчены, и результат будет печальным. Это высушит вашу душу, смутит ваш дух или лишит вас воли к жизни. Послушайте, что я говорю. Да, я говорю с тобой, сдержи это слово, послушай еще раз. Я говорю прямо с твоей душой, потому что я хочу для тебя самого лучшего. Встаньте, подберите с земли свое желание и идите. Пройдите этот путь, который приведет вас к вершине Святой Горы, где вы одержите победу. Эти мысли, которые я посею в ваше сердце, запечатаны моим Святым Духом. Это благословение, которое я предлагаю вам, истина, и вы скоро получите его, если поверите в меня и в мои вечные слова. Вы не ошибетесь, отдав свое сердце Небесному Отцу, который так сильно любит вас. Нет, вы не это имеете в виду. Чудеса и чудеса произойдут со всеми, кто слушает меня и осмелится верить со смирением, да, с теми, кто сдержит мое слово, увидит свои грехи, оставит грех, решит идти сильным, не оглядываясь назад. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Я хочу исцелить тебя, я хочу разорвать ваши отношения. Я разрушаю все проклятия и проклятия, которые ты обманул. Они заставляют тебя поверить, что в этом мире есть кто-то более могущественный, чем я, а это ложь. Небо и земля задрожали, когда услышали мой голос, сила зла пала. Они не могли устоять перед появлением моей славы в этом мире. Ни один человек или дух не сможет сражаться с вами, причинять вам вред или беспокоить вас, потому что теперь вы не одиноки. Мои руки окружают тебя, моя святость покрывает тебя, сила моей крови защищает тебя день и ночь.
печали, нет боли, нет слез. Примите и почувствуйте этот мир и радость, которые я даю вам сейчас. Скажи мне, что у тебя есть, скажи мне, что ты мне веришь. Встаньте на колени и оцените любовь и удивление, которые вы видите. Я должен вас предупредить. Вы вот-вот достигнете того, чего так долго ждали. Ваше ожидание закончилось, ваша мечта, ваше желание, ваше счастье теперь проявлены. Может быть, твое сердце настолько счастливо и удивлено, что ты чувствуешь, что тебе не нужно все, что я готов тебе дать. Я говорю и с твоей душой. Я прошу вас о доброте, терпении и любви, чтобы обновить ваш разум. Да, я знаю, что ты не справишься сам, но я помогу тебе с тем, чего ты не можешь сделать. Вы должны сделать шаг с верой. Как только у вас появится Библия, начните читать ее каждый день. Найдите группу людей, которые воодушевляют вас верить, говорят вам ободряющие слова и помогают вам расти. Я недалеко от твоего сердца, возле твоей кровати. Ты можешь каждое утро становиться на колени, а можешь закрыть глаза дома или выйти на солнце, прогуляться немного, но где ты со мной разговариваешь? Скажи мне, что ты думаешь, что ты думаешь. Каковы ваши причины всегда проявлять уважение? Какие вещи заставляют людей ценить вас? Запишите мои слова и положите их перед глазами в виде коротких отрывков, которые вы сможете прочитать и выучить их наизусть. Ты не будешь больше действовать без мысли и без удовольствия, но от того, что ты подумаешь о них с моей любовью, моя сила утвердится в твоей душе, и ты научишься вере, чтобы ты мог поверить в истинную любовь к тебе. Хочу благословить вас, чтобы я мог найти хороший план для вас и вашей семьи. Настал тот день, когда ты получишь то, чего так долго ждал. Ты больше не будешь плакать и терпеть боль. Нет необходимости ни в вашем доме, ни в каком месте вашей жизни. Будьте здоровы и благополучны. Я хочу заключить с тобой сделку. Я хочу, чтобы ты приходил и слушал меня каждое утро. Вы найдете это послание в своем сердце, которое позволит миру и спокойствию выразить ваши мысли. Передумай и впредь жди, пока я приду к тебе домой. Любой может покинуть тебя, но я всегда буду смотреть на тебя любящими глазами и продолжать любить тебя. Моя любовь к тебе растет с каждым днем, в хорошие и плохие времена, в благополучии и бедности, в здоровье и болезни. Я выполнил данное тебе обещание, знаю, что сегодня ты чувствуешь мое присутствие в реальности и сильно. И навсегда я не оставлю тебя. Отрицайте все сомнения, ничто в мире не может украсть этот комфорт, этот мир, эту великую радость, которую я вам подарил. Я так тебя люблю, твои заботы уже решены. Подари мне печаль, свое желание и печаль. Мой Святой Дух обнимает вас, исцеляя и утешая. Добрые мысли и силы будут гореть в вашем сердце, чтобы жить, стоять и бороться, побеждать. Я снова открою для вас двери, но важно совершенствоваться и дать себе еще один шанс. Вы находитесь под моей благодатью, примите мое прощение сейчас, прощайте себя каждый раз, когда согрешаете, потому что ваше покаяние истина. Ваши грехи больше не будут вспоминаться, и ваши грехи больше не проявятся. Я не упрекаю вас за прошлые ошибки, я стер эту ненужную боль из вашего разума, вы теперь свободны и исцелены перед моим Господом.
Вы всегда найдете нужный вам ответ и возможность преодолевать препятствия и врагов. Никакая проблема или враг не смогут отнять радость, которую я приготовил для тебя. Хотите — верьте, хотите — нет, если не знаете. Теперь, когда эти благословения придут, это будет великий день, вы будете счастливы, как никогда раньше. Отныне я помажу тебя святым елеем, и божественная сила будет наполнять тебя каждый день. Твоя сила будет возрастать, твоя воля обновится. Вы поймете мои обещания и будете четко понимать свои цели и задачи. Вы будете точно знать, куда идти и что делать, чтобы достичь своей цели. Уверяю вас, что самые трудные годы позади. Сейчас наступает время сбора урожая, сбора обильных ресурсов и наполнения своих дней счастьем. В трудные времена вы пострадали и пожалели многих близких. Какое-то время вы думали, что ваши дни закончились, но теперь вы видите свой успех. Ничто в будущем не сможет украсть ваше благословение или отнять вас у меня, потому что ваша вера сильнее. Вы извлекли уроки из моих слов и прекрасно знаете, теперь вы понимаете, что ждет вас и вашу семью. Все в твоем доме важно и входит в мои планы. Я прошу вас быть сильными и смелыми. Помните, что бы ни было в вашем доме, эти ресурсы не исчерпаны. Научите их, что эти новые возможности являются результатом вашей веры, искренности, покаяния и твердого решения оставить грех и не возвращаться к своей прошлой жизни. Каждый в вашей семье может измениться, кому-то нужно снова искать меня, и если они преклонят колени в молитве, я дам им знания, чтобы действительно познать меня в духе и истине. В вашем доме есть кто-то, кому необходимо принимать важные решения, признавать свои ошибки и отделяться от негативных последствий. Я подарю вам любовь и терпение, чтобы вы могли бережно и с любовью отправить им мое послание. Будьте не судьей, а послом любви и спасения, не для того, чтобы наказывать и ненавидеть, а для того, чтобы любить и спасать. Если ты любишь меня и доверяешь мне, пойми эту истину, все может измениться. У меня есть для тебя новая жизнь. Настоящий новообращенный, откройте свое сердце и дайте своим близким эту возможность. Молитесь за них сильно, отдайте их в руки моей любви, любите их, когда найдете их. Позвольте мне работать в вашей жизни, я не подведу. Я покажу вам через осознанные сновидения, что происходит в вашей семье. Я буду помнить тех людей, которых ты давно не видел, когда встретишь их, мило улыбнешься, протянешь руку и скажешь это крепкое слово. Я их так люблю, что хочу их изменить. Я знаю все, что они чувствуют, и знаю, что они слабы. Говорю вам, сегодня день жизни, а не вчера и не завтра. Сегодня они должны открыть мне свои души и исповедовать свои грехи. Молитесь за них, где бы они ни находились, даже если это постная молитва. Благодаря им вы можете с сегодняшнего дня смотреть на жизнь мирно и спокойно. Начнутся удивительные чудеса. Поднимите руки и похвалите. Он поднимает вас, благословляет и защищает вас. Люди, которые вас подвели, получат незабываемый урок о том, как вы сопротивлялись. Я защищаю тех, кого люблю, и уничтожаю их врагов. Я расчищаю вам путь к блокировкам и конфликтам. Пользуйтесь каждой возможностью, не ограничивайтесь плачем в прошлом, плачем ветру, который не отвечает. Траур и ложная любовь тех, кто его презирал,
хотел его погубить. Не люби их больше, чем любишь меня. Рядом со мной ты обретешь новую жизнь, счастье, которого ты никогда не знал, сильное чувство, которого ты никогда не чувствовал и не знал. У меня есть веская причина жить. Христианский Бог, представленный в тексте, предстает милосердным и милосердным Богом, призывающим к истинному покаянию и предлагающим бесконечные возможности для исцеления и преображения. В этом изображении показаны интимные отношения, как будто Бог приходит непосредственно к людям, заставляя их открыть свое сердце и подарить этот момент своим близким. По сюжету акт молитвы становится способом вмешательства Бога, когда Бог христианства появляется в жизни верующих. Через сны и простые встречи Бог передает послание любви, надежды и жизни, побуждая верующих принять веру и отпустить свои печали. Тема примирения присутствует в тексте, ведь каждый призван восстановить отношения и простить тех, кто обидел его. Существует ощущение Божьей защиты и справедливости, поскольку Бог христианства обещал защищать и прославлять тех, кто сталкивается с трудностями и сопротивлением. В тексте также подчеркивается важность жить настоящим и отпустить прошлое. Через веру и доверие к христианскому Богу верующим обещан Новый Завет в жизни, характеризующийся миром, счастьем и самореализацией. Используемый язык увлекателен и мотивирует, предлагая читателям представить жизнь, преобразившуюся по Божьей благодати. В целом текст рисует картину христианского Бога как милостивого и сострадательного Бога, который вмешивается в жизнь верующих и дает им надежду, спасение и обновление. Он говорит о силе веры и молитвы в преодолении невзгод и обретении мира в страданиях.